Готовы к Шавуоту? Вот-вот наступит. Э, Добрый вечер. Мы начинаем наш очередной урок по недельной главе Торы в ногу со временем. Недельная глава Бамидбар. Сегодня у нас все еще 27 ияра. И был счет в этот день 42 дня Омера. И интересно, что мы не считаем 42-й день, или там первый день, второй день, а считаем первый день, один день, 2 дня, 3 дня подсчет Омера. Что это значит? Да, мы, если вы помните, мы подсчитываем 49 дней и до Шавуота. Шавуот — это 50-й день. И казалось бы, мы просто считаем, сколько дней осталось, вернее, не осталось, сколько дней уже пройдено из 49. Но на самом деле каждый из дней включает в себя все остальные подсчеты. Поэтому грамматически на иврите мы говорим, что это 42 дня Омера, а не 42-й день. Потому что каждый из этих дней важен сам по себе, и они все важны в сумме. И каждый день — это день исправления какого-то качества, эмоционального качества нашей души. И чувствуем мы это или нет, понимаем, что конкретно сейчас происходит, не обязательно, но это исправление, изменение происходит. Дарование Торы, которое наступает на 50-й день, это не какое-то историческое событие, которое было сколько-то там 3300, сколько, 34-35 лет назад, а это духовно происходит, на духовном уровне происходит каждый год. И каждый год в праздник Шавуот мы получаем Тору заново. Причем это не то, что каждый день повторяется одно и то же, а каждый год, да, повторяется одно и то же, а каждый год это подъем на еще более высокий уровень. То есть мы сейчас получаем Тору в этом году, да, через неделю или сколько, мы получаем Тору на более высоком уровне, чем в прошлом году. И на более высоком уровне, чем когда-то, когда получили Тору в первый раз. Хотя первый раз это было очень впечатлительно, очень грандиозное событие. Сейчас мы ничего не чувствуем. Кто-то может вообще не заметить этот день, потому что он в этом году, например, выпадает в будние дни. Тем не менее, я хочу, чтобы вы заметили, я хочу, чтобы вы прочувствовали этот день, осознанно прожили его, Безрат Ашем. У нас начинается праздник Шавуот во вторник вечером. То есть во вторник вечером мы будем зажигать свечи, и среда и четверг, мы в диаспоре живем, среда и четверг будут праздничные дни. Это будет все праздник Шавуот, двойной праздник. В первый день праздника мы будем праздновать, мы пойдем в синагогу, услышать 10 заповедей. Напоминаю, мы получаем эти заповеди заново. И наша жизнь, она не бесконечна. Каждый год нашей жизни необычайно важен, и необычайно важно прийти в синагогу, услышать чтение 10 заповедей. На следующий день, в четверг, будет тоже важное чтение заповедей, и к нему добавляется Искор. Искор — это поминальная молитва, которую читают те, у кого кто-то из родных, близких родных, кого-то нет в живых. И мы зажигаем свечи памяти до наступления вообще праздника, во вторник вечером, до того, как мы зажигаем праздничные свечи. Окей. Я вам хочу рассказать историю. Я предполагаю, если я не ошибаюсь, это про Любавического Ребе Рашаба. Когда-то к нему пришел человек и сказал, что ему кажется, что то, что Ребе Рашаб очень много внимания уделяет простым людям, что-то не подобает. И
не стоит. Они не мудрецы какие-то, не ученые, просто простые люди. И Ребе Рашаб ему спросил, то есть ты не видишь в них никакой ценности, правда? Он говорит, да. Он говорит, а кто ты по профессии? Человек говорит, я ювелир. А чем ты занимаешься? Я обрабатываю бриллианты, алмазы, делаю бриллианты. Покажи, у тебя есть с собой? Да, есть, конечно. Он развернул свою, не знаю, там тряпочку, какой-то сверток и стал ему показывать. Вот это вот редкий бриллиант голубоватого цвета. А это такой, а это такой. И Рэб ему говорит, слушай, я не знаю, что ты мне объясняешь, потому что они в моих глазах, они как все одинаковые. Маленькие блестящие камешки. Я не вижу никакой разницы между вот этим дорогим, что показал, и более простым, и так далее. И человек говорит, ну, разумеется, что вы не понимаете разницы, потому что вы не специалист в этой области. Я специалист. Рэб очень ждал вот эту фразу и сказал человеку, смотри, а я специалист по душам. Я знаю их ценность. Я специалист по душам каждого из людей, которые ко мне приходят. Мы приходим к нашей недельной главе, глава Бамидбар, что переводится с иврита с лошона кодеш в пустыне. Слово в пустыне, Бамидбар. И в ней говорится о том, что 1 Ияра 2449 года сотворения мира Всевышний начал организовывать еврейский народ в ополчение, в армейский стан в Синайской пустыне. Есть гора Синай. Гора Синай расположена в Синайской пустыне. И пустыня, и гора называются одним именем Синай. Еврейский народ получал Тору. Сейчас месяц Ияр. Это было, я понимаю, что это было год после того, как... То есть это было после дарования Торы. Да? И это был первый этап подготовки еврейского народа в путь горы Синай. Они получили Тору. И должны были теперь с этой Торой претворять ее в жизнь. То есть мы получили инструкции, мы получили свиток Торы, в котором откровение Всевышнего говорится, что я сам себя вложил в это, в книгу Торы, инструкции, уроки, важные напоминания, ориентиры. Вот эту книгу не просто так хранить ее себе, а использовать, идти по заповедям Всевышнего, по пути, который Всевышний определил нам, с тем, чтобы войти в землю Израиля, с тем, чтобы исполнять Тору заповеди. Ведь нужно претворить Тору в жизнь, а это обязательно должно быть исполнено в этом мире физическим телом, физическими объектами, превращая весь мир в жилище для Всевышнего. Вот. И пустыня – это место небезопасное, да, и захват земли Ханаан, да, предстоял еврейскому народу, и как бы это объясняет то, что еврейский народ был построен по кланам, как армейский строй определенным образом. Началась недельная глава с того, что Всевышний обращается к Аарону и к Моше и говорит о том, что нужно пересчитать еврейский народ. В Торе еврейский народ пересчитывается много-много раз. Он пересчитывается после не каждого, но после их падений, после каких-то перипетий. Просто показывает, подчеркивает, как Всевышний ценит еврейский народ. Подсчет, который записан в Торе, касался
касается армейской службы, касается военнообязанных. И были подсчитаны мужчины с возраста с 20 до 60 лет. Сейчас я кого-то приму. С 20 до 60 лет. И каждое из колен было подсчитано по отдельности, и были подсчитаны потом суммированные результаты, чтобы узнать, сколько вообще всего военнообязанных мужчин, способных к военной службе в еврейском народе. Колено левитов не было подсчитано вместе со всеми. Мы сейчас поговорим позже, но я хочу сказать, что эти цифры, которые написаны в Торе, касались, как я сказала, только мужчин с 20 до 60 лет, которые обязаны к еврейской службе, к военной службе. Но были подсчитаны также семьями. Говорится, сейчас я найду это. Говорится в Торе, что Су – это рош коль адат бней Исраэль, ламишпахотам, бегумер, ламишпахотам по семьям. В Торе не пишется, сколько семей. В Торе не пишется фамилии семей, но тем не менее они были подсчитаны. Мы просто не имеем этой информации в самой книге Торы. Тора – это не просто, это вообще не историческая книга. Там есть исторические события, но там только написано то, что нам важно на данный момент. И, по-видимому, есть важность подсчету и цифрам тем, которые указаны в Торе, но семьи считались тоже. И вот тем, что пишется в Торе «Лемешпахотам», мишпаха – это семья, подчеркивается важность семьи в еврейском, в иудаизме, ее центральное место, что цели каждого человека необычайно важны, и цели, задачи социума тоже важны, но нужно иметь достаточно самопожертвования, чтобы создать семью. Чтобы создать семью, чтобы муж и жена могли вместе, у них появляется общая задача, хотя у каждого есть и индивидуальная тоже. Вот. Мужчина и женщина – это совершенно отдельные, уникальная каждая по себе личность, и они очень разные по природе. Если вы знаете, работу, книгу, что, неважно, что мужчина и женщина, они с разных планет вообще, как будто бы, и у каждого из них уникальные свойства и качества. И у каждого есть своя миссия в жизни, и у них обоих есть своя миссия. То есть у каждого своя, плюс еще общая. Вот. И они оба составляют вот эту семейную ячейку и должны научиться координировать и друг с другом и образовать особую вот эту вот общность, где каждый исполняет свою роль, комплементируя другого и дополняя другого, и соединяясь в одну гармоничную, любящую единицу. Когда происходит раздор, и размежевание вот сейчас в мире, это приходит из-за эгоизма, из-за эгоцентризма, когда человек или социум видит только свое эго и свои личные желания, интересы. А Тора же, она наоборот учит нас, говорится, возлюби ближнего как самого себя. И эта заповедь,
ближний. Кто у нас ближний? Кто ближе, чем наша семья для нас? Эта заповедь начинается с вашего дома, с ваших родных, самых близких вам. Это ваши родители. Кто женат, кто замужем, это ваши супруги. Супруги – это первые люди, да, которым мы можем и должны направить эту заповедь, возлюбить ближнего как самого себя. Потому что ближе некуда. И то, что говорит Любавический Ребе, что в любви к ближнему проявляется любовь ко Всевышнему. Человек может даже говорить, что он не религиозный и так далее, но у него есть любовь ко Всевышнему. Просто он ее не может не ощутить. Проявляется любовь ко Всевышнему и наоборот. Любовь ко Всевышнему углубляет нашу любовь к ближнему. А любовь ко Всевышнему, в свою очередь, приводит нас к любви к Торе, потому что все, что исходит от Всевышнего, мы принимаем с любовью. И это приводит нас к любви к Торе и к исполнению заповедей не из-за обязаловки, а из-за любви. Так что это тройная любовь, не любовный треугольник, но благоприятный. Это любовь к ближнему, любовь к Творцу и любовь к Торе. И все это исходит в первую очередь из семьи и проливается светом наружу на на близких людей, на людей, на которых эта семья влияет, на местность, в которой они живут. И в результате влияет на весь мир к добру. Так вот, колено левитов было подсчитано отдельно. Был как бы отдельный легион такой. И их подсчитывали не с 20-летнего возраста, а с младенческого возраста. Почему они были подсчитаны отдельно? Во-первых, левиты не были военно обязаны. Их работа была другая. Их работа была служить в храме, и каждая своя была. Левиты, сами левиты по себе, это были служащие в храме. Коэны, священники, исполняли свою работу, а при переходе с одной стоянки на другую, когда лагерь собирался и путешествовал в пустыне, левиты несли на себе составные утварь мишкана, переносного храма. А почему тогда? И их обязанность тоже была охранять храм. Охранять не из-за того, что что-то может случиться, потому что храм, или переносной храм, он, наоборот, давал безопасность евреям. А это делалось для показания уважения власти Всевышнего. Почему тогда с такого маленького возраста родился новорожденный левит? Что он может сделать? Он не может, он не может даже сесть еще, младенец совсем. Говорится, что сам факт его рождения увеличивает силу самого этого колена. Изначально предполагалось, что первенцы из разных колен, то есть первенцы в семьях из каждого из колен, составят этот легион службы храма и будут участвовать в этой особой службе. Так было принято в те времена вообще, даже на примере Египта, что первенцы, почему был удар по первенцам? Первенцы были священники. В каждой семье, если у них, когда первый ребенок, первый мальчик, он был священником от семьи. И так должно было быть, предполагалось, что первенцы в еврейских семьях станут священниками, будут служить в храме. Однако, когда еврейский народ согрешил в грехе золотого тельца, и первенцы наряду, а может быть, лидируя в этом грехе, они потеряли эту привилегию.
И левиты, семья левитов, колено левитов, они не были вовлечены в этот грех. И теперь Всевышний пришел к выводу после этого греха, что первенцы не будут священниками, и нужно передать священничество левитам. И сперва подсчитали количество первенцев с тем, чтобы рассчитать, чтобы один левит заменил одного первенца. Получилось в конце концов, что первенцев оказалось меньше, чем левитов, на 200, то есть больше, чем левитов, на 273 человека. Бросили жребий среди первенцев. Кто-то был заменен левитом, а кто-то получал записку, что он должен выкупить себя деньгами. Это стоило 5 серебряных шекелей за передачу священничества колену Леви. И вы знаете, что до сих пор эту традицию исполняют. И каждый раз, когда рождается первенец, мальчик в семье, по еврейской традиции, когда ему исполняется, мне кажется, я не уверена точно, но 30 дней, по-моему, или 1,5 месяца, делают очень торжественное мероприятие и выкупают первенца, дают сумму денег, и находят левита, есть особая церемония. И очень рада сообщить вам, что... сейчас я поменяю освещение. Очень рада сообщить, что у нас как раз на прошлой неделе в Хабаде Алмаден был проведен выкуп первенца. Первенцу, не знаю сколько лет 40, наверное. Он первенец, и произошел выкуп первенца. Это очень приятное мероприятие, очень красивое, с угощением и так далее. Так что, если кому это релевантно, то можно сделать это в любом возрасте. Когда все колена были посчитаны, они были разделены на отдельные батальоны. Я не знаю, ли я в военной терминологии правильно это говорю, на отдельные лагеря. И у каждого этого лагеря было определенное место относительно мишкана, переносного храма, относительно центральный, как бы он был в ядре, и каждая из колен находилась по определенную сторону, каждая из групп колен. 4 группы колен, в каждой из групп по 3 колена. Иуда, Иссахар и Звулун, они были на востоке от переносного храма. Реувен, Шимон, Гад был с юга, Эфраим, Менаше, Беньямин на западе, и Дан, Ашер и Нафтали, они были на севере. Так они путешествовали в пустыне. И также, когда они останавливались на стоянку, они в этом же месте, где они должны быть относительно мишкана, разбивали палатки и селились там. И я говорю о том, что это не только мужчины, как военный строй, которые вот так вот располагались. Все семьи, все колено Иуда, все колено Иссахара и Звулуна, они вместе составляли один этот восточный отсек, и они там же селились в своих палатках, и постоянно у них было это место ориентировочно переносного храма. Завершается недельная глава отдельным подсчетом 3 семей, 3 кланов левитов, которые происходят от 3 сыновей Леви, сына Якова. И каждому клану предписана определенная работа, связанная с переносным храмом. И в этой недельной главе говорится о работе одного из кланов с семьей Киат. А остальные 2 мы прочтем на следующей недельной главе Насо. Теперь вопрос такой. Спрашивают наши мудрецы, а почему Всевышний считал? Зачем он нас считал? Считал еврейский народ. Говорится о том, что подсчет показывает важность
как человек, который вот есть бриллианты, которые подсчитывают и любуются каждым из бриллиантов. Но скажите, ну ведь, да, то есть Всевышний знал, сколько евреев, сколько мужчин, сколько женщин, сколько детей. Ему не нужно подсчитывать по головам. И нету как бы смысла. Тогда зачем? Именно потому это подчеркивает важность. И еще очень многие вещи можно узнать из этого. Например, о том, что что вообще считали. Ведь Моисей, он не был большим евреем. Да? То есть Моисей был за одного еврея считался. Моше, да, Моше Рабейну. А Корах, он не был меньшим евреем. И он считался тоже за единицу, да, и его команда, которая, да, потом сделает проблемы. Тогда что же считают? Если и Моше он один, считается как один, и, то есть праведник или злодей, кто угодно, считается каждый за единицу. Что же считают тогда? Если мы считаем заслуги человека, мы считаем, смотрим на его способности, на его возможности влиять, тогда это не будет такой подсчет, правильно? Говорится, что Всевышний считал нашу суть, суть каждого еврея. Это то, что равно у каждого из нас. Любой из нас – это единица. Неважно, насколько мы знаем что-то, насколько мы соблюдаем, как мы себя ведем. Говорится, чтобы если не было всех евреев, когда была дарована Тора, то дарование Торы бы не состоялось. То есть если один какой-то совершенно как бы, да, упавший низко еврей, который вышел из Египта, захватив с собой каких-то идолов египетских, и казалось бы, что зачем он нужен, какую пользу он принесет, только проблемы. Без него не было бы дарования Торы. То есть Всевышний считал, и он ценит нашу сущность. И поэтому он поручил подсчет еврейского народа Моисею и Аарону. Ведь, почему если нужно посчитать людей? Можно нанять кого-то, можно подсчитать так, можно передать, не знаю, какие там списки, и люди заполняют. Но неужели они не могут себя посчитать? Каждое колено собралось, пересчиталось, репортировало о Моше, например. Почему Моше, который должен учить евреев Торе, который занят тяжбами евреев, когда они приходят к нему, отвечает на вопросы, почему он должен тратить время на такую техническую вещь? Но вот секрет. Разгадка в том, что Моисей, он лидер еврейского народа, Моисей и Аарон. И только лидер может увидеть и посчитать именно сущность евреев. Говорится, что до того, как в мир спустилась еврейская душа, она духовно стоит выше, чем Тора. Когда наша душа спускается в этот мир, обрекается в тело, она становится ниже, чем Тора. Дарование Торы поднимает вот этот уровень нашей души обратно ввысь. Дарование Торы, оно включает вот эту нашу силу, дает сиять вот этому свету, который выше самой Торы. Почему недельная глава называется Бамидбар, в пустыне? Ведь большая часть повествований Торы в разных недельных главах проходит в пустыне. В пустыне проводится очень много времени.
не только в этой недельной главе. Почему именно эту недельную главу должны были назвать Бамидбар, в пустыне? К этому моменту евреи уже довольно долго находились в этой пустыне. Ответ в том, что ответ скрывается во времени, когда мы читаем эту недельную главу. Мы идем в ногу со временем. И обычно эта недельная глава приходится перед Шавуотом, перед праздником Шавуот, когда мы читаем эту недельную главу. И очень важно, почему это учит нас. Не случайно это название именно появляется сейчас, перед дарованием Торы, перед праздником Шавуот, что очень важно помнить, что Тора дана в пустыне, она не дарована в цивилизованном каком-то месте. И отсюда мы извлекаем уроки. По идее, дарование Торы – это грандиозное событие. Никогда до сих пор высшие миры не имели контакта с нижними. То есть наш нижний мир, мир материальный, не имел контакта с высшим. Авраам, Ицхак и Яков, наши праотцы, они имели способность притягивать святость, но не могли ее оставить. Святость не оставалась в мире. Она проявлялась и уходила. После дарования Торы, во время дарования Торы мы получили способность соединять духовность с материальностью настолько, что раз духовность уже посетила этот объект, вошла в этот объект, она остается в этом мире, даже если мы уже ничего с этим объектом не делаем. Ярчайший пример – этот филин, филактерий на русском, да? Это мезузы, свиток Торы. Даже если он уже старый, стрепанный, даже если он порван, даже если остался только кусочек, не дай Бог, от свитка, этот кусочек обладает святостью. Раньше это беспрецедентно, раньше этого вообще не было. И вот такое огромное, грандиозное событие происходит где? В пустыне. А не лучше бы, например, сделать это в каком-то красивом месте с изумительными видами. И не обязательно на природе, это может быть какой-то замок, это может быть какое-то особое место, как будто стадионы, там фейерверки и все. Почему именно пустыня явилась местом, где произошло такое особое, не просто историческое, глобальное событие? Один из ответов, говорит Любавический Ребе, о том, что это должно нас чему-то научить. Во-первых, пустыня – это место запустелое, где люди не живут. И нас это должно научить тому, что мы должны принять Тору с чистым сердцем, без предвзятостей, без корысти. Когда человек очень погружен в этот мир, в цивилизованный мир, у него есть столько объектов, которые тянут его внимание на себя и мешают ему прочувствовать духовность. И чтобы получить действительно Тору, нужно выйти из этого вот состояния, когда мир, материальный мир мешает видеть, чувствовать эту духовность. И это не обязательно должно делаться так, что человек уходит в какую-то действительно пустыню физически и отшельником, и он там живет и отделяется от материального мира. Нет. Мы не отделяемся от мира, мы учимся относиться к нему как к чему-то внешнему, при этом сохраняя свою open-mindedness, открывая свое сердце Торе, Всевышнему, и ставя на материальность на то место, которое оно заслуживает, зная, что Всевышний выше этого мира и выше материальности, и имея правильные приоритеты, не отвлекаясь на какие-то вещи, которые
тянут человека в свои стороны, получить Тору, как будто он сейчас в пустыне, как будто нету никаких раздражителей, нету никаких помех. Есть он, есть Всевышний, и Всевышний дает ему Тору. Да, и Рэбе объясняет, что когда человек живет в каком-то цивилизованном месте, среди людей, и ему попадается он слышит какую-то новую идею, он сперва взвешивает, насколько это релевантно к нему, какое-то он имеет к этому отношение, хочет ли он ее принять, приемлема она ему или нет, подходит ли она к его социальным каким-то нормам. И после этого человек решает, подходит мне, не подходит. Однако с Торой такой подход он ошибочный. Мы не можем взвешивать, подходит нам Тора или нет. Правильный подход к получению Торы – это наасе ванишма. Это фраза, особая фраза, которую сказали евреи до получения Торы. Наасе мы будем исполнять, нишма мы потом попытаемся понять. Мы принимаем волю Всевышнего, принимаем его заповеди до того, как мы разобрались в глубину и толком, что, почему и как. Это принятие Торы совершенно искреннее и выше логики, выше человеческого разума. Я принимаю все, что приходит ко мне от Всевышнего. Потом, может, у меня будет шанс подумать, посмотреть, что это было, научиться чему-то из этого. Но изначально я готова, я согласна принять то, что Всевышний дает мне. Это такие размышления у человека. Это значит, что у него внутри он сделал себе пустыню. Пустыня – это место свободное от своего эго. Это настоящий магнит, который притягивает святость и духовность, когда человек освобождает место для Всевышнего в себе, в своем сердце, в своей жизни тоже. То есть Тора поэтому дана в пустыне, чтобы очистить все убрать от нас все напускное и открыться Всевышнему и стать восприимчивыми к свету, к истине, к воле Творца, к чему-то новому, что это несет, и совершенно не включая логику. Есть вещи, которые мы должны включать логику, но это не для получения Торы. И вот еще другая причина, почему мы в пустыне именно получили Тору. Тора дана в пустыне, чтобы научить нас делиться своими знаниями с теми, кто находится сейчас в духовной пустыне. Вы знаете, что человек может жить, иметь семью, иметь хорошую семью. Он может жить в обществе, он может быть окружен множеством друзей, людей, и он может чувствовать себя совершенно одиноким. Он может ощущать себя так плохо, как будто он только один в мире. Может чувствовать себя несчастным. И духовная пустыня – это когда человек потерял ориентир, он запутался, он, может, не знает, куда идти. И пустыне все равны. Богатый или бедный, если он оказывается в пустыне, и у него, если что-то происходит, и человек оказывается просто сам по себе, без целлулярных телефонов, без каких-то других способов общения с окружающим миром, без особых средств к выживанию. В пустыне все равны. Кто богат, кто беден, кто умен, кто глуп. И Тора, она принадлежит всем нам. Это то, что мы учим. Что она дана в пустыне, там, где все равны. Там, где сияет именно наша суть. Наша суть, она одна. Неважно, какой человек, как он себя ведет. То есть Тора не дана так, что вот заодно
Может, кто-то может достичь тех, кому это надо, кто находится в духовной пустыне. Это неправильно, это не заодно. Это Тора, это вообще центральная тема дарования Торы — трансформировать каждый уголок этого мира, каждого человека, да, трансформировать его духовную пустыню в цивилизованный мир. И что еще интересно? Подсчет евреев. Говорится, что еще причина, почему считались евреи, это что они не смогут быть отменены в мире. Мы знаем, какой процент еврейского населения во всем мире, 0,02, что-то в этом роде. Нам дано задание трансформировать весь мир. Как-то пришел, вот это было про раби Рашаба, мне кажется, пришел человек и сказал ему, что мы все по Торе, если идти по закону Галахи, по закону Галахи мы должны смешаться, потому что мы идем за большинством, да, то есть в обсуждениях галахических все идут за большинством. Раз большинство не евреев, то мы должны жить как не евреи. Мы должны быть не евреями. Я должна вам сказать тогда галаху немножко уголок еврейского закона, что если какой-то объем, если количественно что-то, что не кошерное, не подходящее, меньше, чем кошерное, подходящее в определенное количество раз, это может быть 1/60, или это может быть 1/100 в разных законах, или 1/200, то оно не считается, как будто этого и нету вообще. Так? То есть, если у вас кастрюля полная мясного супа, и пролилась, и упал туда кусочек сыра, например, небольшой, и он меньше, чем 1/60 от объема супа, который в кастрюле, то оно как будто и не считается, как будто ничего туда не падало, и как будто этого сыра там вообще нету. Суп остается кошерным, кастрюля кошерная, все замечательно. То есть маленькая вот эта часть, она отменяется. И человек, который пришел к Ребе, он сказал, что вот если так по закону, оно отменяется. Во сколько раз евреев меньше, чем неевреев? Мы должны отмениться, не дай Бог. И на что Ребе сказал ему, что отменяется только то, что не имеет значения. То есть, если этот кусочек сыра был очень важный, даже если он в небольшом совершенно количестве упал в суп, он не может быть отменен. То есть еврейский народ, он важный. И поэтому нас подсчитывали каждого человека по отдельности, каждый считался. Поскольку благодаря вот этому подсчету подчеркивалась важность, и значит наша вот это вот, как будто бы мы не считаемся вместе, в одной кастрюле, вместе со всеми народами земли, мы не можем быть отменены. Еврейский народ не может быть отменен, и тем самым, что Всевышний подсчитывал нас, и не единожды обеспечивал то, что еврейский народ сохранится как еврейский народ. Евреи будут евреями, и еврейский народ, он вечный народ. Интересно еще что. Говорится в Торе, коль юце цава. То есть нужно подсчитывать тех, кто идет в армию. Юце цава. Пишется коль. Мы знаем, что в армию еврейскую не брали людей, у которых есть физические изъяны, заболевания какие-то, проблемы какие-то, недостатки телесные. Это маленькое слово, которое состоит из двух букв. Коль означает все.
все, которые идут в армию. Все означает, объясняет Хасидус, и думаю, что Рамбам это пишет, что все имеется в виду, что все люди, все мужчины возраста от 20 до 60 лет были здоровы. Они были больны, может быть, до того, кто-то был больной, у кого-то какой-то был изъян, они и были излечены до дарования Торы, и они продолжали быть здоровыми все время, пока они находились в пустыне. Там были другие вещи, которые, да, наказания, которые, последствия наказания, люди боятся слов наказания. Наказание еврейского народа, и они могли погибнуть от других вещей, но физически они были цельные и здоровые. И это необычно, потому что пустыня – это неблагоприятное место для жизни. И по идее, невозможно, чтобы весь народ был здоров. Мы говорим тут, да, подсчитывались военнообязанные определенного возраста. Но если смотреть на все количество людей, это было где-то, не знаю, по-моему, 4 миллиона людей, чтобы все были здоровы. Говорится, что когда мы, евреи, идем по дороге Всевышнего, следуя своему предназначению, которое Всевышний нам дал, на связи с Творцом, исполняя его заповеди, изучая Тору, мы не ограничиваемся законами природы. Законы природы, они ничего нам не могут диктовать. И мы можем быть здоровыми, можем быть крепкими, и даже в пустыне, даже в неблагоприятных условиях. Давайте я упомяну наших дорогих людей, которым нужна помощь, и мы посвятила я этот урок, я должна просто это объявить. Во-первых, всем нашим пленникам, чтобы вышли целыми невредимыми. Мы не ограничены законами природы и очень надеемся, что они вернутся, и что мы победим, Безрат Ашем, свет победит. И вернутся все наши солдаты, здоровые, невредимые, среди них солдаты из нашей местности, Рунель бен Еэль Юлия, Майя бен Эстер, Надав бен Рики, Нетанель бен Хана, Лерон бен Елена. Посылаем благословение нашей Диане Бат Анна на благополучие и крепкое здоровье. Желаем найти работу нашим дорогим Семен бен Анна и Ольга Бат Лия. И полного выздоровления Татьяна Това Тойбе Бат Геня Фрида, Рифа Шлема Люба Бат Далия, Давид бен Элеонора и Рифа Шлема Лейсахар Аарон бен Сара. Аминь. Чтобы все выздоровели, тем более, что сейчас еще месяц Ияр, о котором говорится, что месяц оздоровления, выздоровления, что Ашем сам говорит, что я ваш целитель, исцелитель, чтобы все это было действительно. Так вот, наша способность быть выше законов природы проявлялась во времена пустыни, она проявлялась в реальной материальности, в реальной жизни, буквально, в физическом здоровье и в благополучии. И это справедливо даже в наше время. То же самое, как когда была когда-то дана Тора на горе Синай, так и сейчас, в той мере, в которой мы живем согласно законам Торы, мы тоже благословляемся духовным и физическим здоровьем. Не смотря ни на какие помехи со стороны природы, со стороны логики, здравого смысла. Это то, что говорит Ребе, чтобы сбылись эти благословения, чтобы мы отпраздновали Шавуот все вместе со всем еврейским народом в земле Израиля. Еврейский народ вечен, Тора вечна. Еврейский народ, его место в земле, которая вечна, земля Израиля. Вот. Теперь с точки зрения реальности, я терапевт. И я вот не люблю, когда я не готова работать с людьми, которые топчутся на одном месте, не готовы никуда двигаться. Мне очень важно, чтобы люди двигались.
И очень важно, чтобы, вот, послушав урок, это не просто послушали, получили удовольствие, пошли себе дальше жить, как жили. Я вот не хочу так. Я хочу, чтобы это вошло в жизнь каким-то образом. А для этого мы должны знать законы Торы. И хоть что-то, да, продвигаться как-то куда-то, но все-таки двигаться. Вот. И я напомню вам о том, что дарование Торы необычайное явление, и иметь свиток Торы, вернее, есть такая особая заповедь написать книгу Торы, но мы технически не каждый человек может написать свиток Торы, правильно? И сделать его кошерным образом и так далее. Мы нанимаем человека. Что значит нанимаем? Мы узнаем, где у нас в местности пишут новый свиток Торы, и принимаем материальное участие в его написании, тем самым за нас этот Сойфер Стам, профессионал, который пишет, раввин, который пишет Тору, он делает это за нас. То есть мы нанимаем человека, чтобы он написал за нас. Можно купить одну букву, можно купить фразу, можно купить, там, не знаю. Я честно не знаю сейчас, где пишут Тору, но это можно узнать. Вот. Кроме того, если у вас есть дети, у вас есть внуки до возраста бар-мицвы и бат-мицвы, есть такая вещь особая, что пишут Тору, в Израиле пишут Тору в честь детей. Каждому ребенку покупается одна буковка в книге Торы, которую специально посвятили для детей. Эта буковка стоит, то есть доллар она стоит, да? Ребенок получает место в Торе и получает сертификат, который очень красивый, который можно повесить рамочку, в котором пишется, в какой недельной главе ему выпала буковка и в какой книге Торы. Когда моя младшая родилась, по-моему, она попала в 6-ю книгу Торы, то есть это уже как бы... Сейчас я даже не знаю, которая, но я могу послать ссылку, купить букву Торы для детей. Это только для детей, не для взрослых, и только до возраста бар-мицвы, до 13 лет мальчикам или до 12 лет девочкам. Теперь, кроме этого, хотя у нас в домах нет свитка Торы, да, в синагоге есть, у нас нету, но у нас есть святые предметы, мезузы. И если у вас нету, нужно их иметь. И не просто на входной двери, а на каждой из комнат есть определенные правила, в каких местах мы не вешаем мезузы, какая площадь комнаты требует, чтобы была мезуза. Все входные двери и задний двор и так далее должны иметь мезузы. У нас есть места, где можно приобрести мезузы, и я рекомендую приобрести мезузы не дешевые. Есть очень много причин, почему. Мезуза, она охраняет семью, охраняет человека, даже если он вне дома, и даже если вы сняли мезузу и послали ее на проверку. Мезуза очень связана с человеком, очень важно иметь мезузу, желательно, которую вы знаете, кто написал даже ее, или это богобоязненный человек и так далее. Там очень много сложностей, законов, как ее написать, очень много деталей, очень легко изготовить мезузу, которая выглядит кошерно, но она не кошерная, при этом невозможно проверить никаким образом, или она изначально кошерная. Например, если мезуза была написана, нашли в ней ошибку и стерли букву, и починили ее, и исправили, эта мезуза не кошерная. Кошерным образом, если чинить, нужно стереть все, что написано на мезузе до этого момента, там, где есть ошибка, грамматическая или какая, и написать остальное все, заново записать. Невозможно менять что-то внутри просто так. Поэтому я рекомендую 2 места. Одно место — это Хабад Пало-Альто, там есть мезузы, и может у вашего локального раввина, но не покупайте даже у вашего локального раввина кошерные мезузы, которые дешевые. Лучше купить подороже. И те, которые красиво выглядят. Тоже важный шрифт. И у нас есть Сойфер.
в нашей местности, в Силиконовой долине, Хабад Редвуд Сити, Раби Паташ. Он может написать на заказ. Его мезузы, если вы увидите, это просто потрясающие мезузы. Просто даже как они выглядят, каким шрифтом они написаны, как в нем. И я, зная его, знаю, что насколько он осторожен и как долго он учился, чтобы он смог писать мезузы. Он же проверяет мезузы. И если вы не проверяли мезузы, мы вообще в Хабаде принято раз в год проверять. Если вы не проверяли несколько лет, обязательно нужно принести ему проверить. Ему можно будет послать, и уже сейчас можно послать по почте, можно связаться с ним, он объяснит, как можно доставить к нему ваши мезузы на проверку. И проверка стоит денег, не помню сколько, $8 за мезузу, что-то в этом роде. И сделать это. Вот. Если что, я вижу членов его семьи ежедневно, пока школа еще у нас есть, и я могла бы передать ему на исправление мезузы, и когда он исправляет, он может передать мне, чтобы я вам вернула, или он может вам послать по почте, как вы хотите. Вот. Так что в каждом доме должны быть мезузы, в каждом еврейском доме, и святые книги тоже. Этот праздник замечательный для этого. Что нужно иметь дома? Книги Торы, я не имею в виду свиток, книга Торы с комментариями кошерного еврейского издательства. Это пятикнижие, да? Это Танах, Тора, Невиим, Ктувим. Это книга пророков и книга Писаний. Обязательно должен быть Сидур и другие классические работы, и различные книги по иудаизму. Это то, что это наш ковчег заветов нашего дома, и обязательно этим пользоваться. Не просто ставить это как украшение на полку. И сидур, конечно, молитвенник. Ну хорошо, я выйду сейчас из прямого эфира, кажется, заговорила.